Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. С вами, как всегда, Петр Цепандин, постоянный ведущий, мой соведущий Семен Тарбахов. И к нам в гости сегодня пришел фитнес-тренер Рут Хвар. Рут, приветствую. Приветствую. Приятно познакомиться. Приветствую. Напоминаю, мы находимся в гостях у нашего друга Сарела Тихонова, который нам сказал: ребят, приходите, может быть, у меня тут поснимайте в барбекю-зоне, здесь очень уютно, комфортно. Все-таки якутское лето наше короткое, ну а что делать-то? Мы вот вышли на улицу и будем что-то готовить. Рут, забываю всегда говорить, и поэтому скажу сразу спасибо, что ты согласился к нам в гости прийти, принял наше приглашение. Это как у нас кулинарная передача, кулинарное ток-шоу, как мы его позиционируем. С чем ты к нам сегодня пришел, что будешь готовить? А сегодня я хочу приготовить омлет по-испански. В оригинальном рецепте ни картошки, ни колбасы нет. Это такая небольшая отсебятина, чтобы она была сытнее. Собственно, она и перестала быть тогда испанской. Да, она такая по-якутски, по-нашему немножко, да. И она готовится очень быстро, то есть она очень похожа на омлет, но единственное, там будет картошка, она будет очень сытная, она не легкая такая будет, она прям сытная, хорошая такая мужская еда. Мужская еда, да. Так, ага. А она укладывается в каноны ПП? Либо да, конечно. Ты не сторонник вот этого? Нет, я сторонник, потому что я как тренер я должен это все транслировать. Просто я хочу показать, что ПП это не только гречка и вареная грудка. Я хочу показать, что это вкусно, и можно добавлять вот такие продукты, разумеется, не каждый день и немного, но почему бы и нет? Потому что колбаса, она все-таки у нас ассоциируется с детством. Колбаса, вот хорошая еда, праздничная еда, она дарит нам эмоции, какие-то яркие вкусы, и хочется это как-то интегрировать. Это не такое зло на самом деле. Его можно Хорошо, делать. мы к правильному питанию с тобой еще вернемся, мы его обязательно немножко обсудим. А сейчас, давай начнем потихоньку. И традиционный второй вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Чьих вы будете, как дошли до жизни такой? Расскажи немножко о себе. Полукольцами? Да, полукольцами, лук полукольцами. Как обычно, Семен у нас. Да, как обычно. А мы будем разговаривать. Да. Родился я в Сунтарском улусе, то есть в самом селе Сунтар. Династия учителей. У меня бабушка учитель русского языка и литературы, дедушка учитель истории. Странно, что ты не учитель. Ну ладно. Странно, Но ты практически учитель. Да, я практически педагог. Потому что, как мне объяснили, учитель — это человек, который дает системные знания. А педагог — это человек, который прививает любовь к какому-то предмету, который он преподает. То есть я считаю, что я тоже в какой-то мере педагог. Забираю знания и передаю. И передаю, да. Хорошо. То есть я и транслирую, фильтрую. Я учился в физмат-классе, но, как выяснилось в конце, я больше филолог. Учился, опять же, как в селе принято, по-якутски все время разговариваем, а так оказалось, что я лучше говорю по-русски, то есть я лучше передаю свои мысли по-русски. Не знаю, почему так происходит. Склад ума, да, больше русский, потому что, если я не ошибаюсь, кажется, я лет 12 понял, что у себя моя жена будет русскоговорящая. И так и вышло, Как сейчас модно говорить, ты визуализировал. Да, я, видимо, завизуализировал за все эти годы. Сам того не знаешь, что это вообще такое? Да, что это такое, но вышло вот так. И одна интересная особенность, когда фитнес-тренер, допустим, приходит на любое интервью, он говорит, что вот в детстве меня дали на бокс, меня дали туда-то, я все детство ходил на тренировки, не гулял, тренировки. У меня этого нет, то есть у меня вообще было освобождение по физкультуре. То есть я по состоянию здоровья человек, про тебя не скажешь. Сейчас, да. Как это было? В начальных классах у меня до сих пор стоит рекорд по пропускам по болезни. Очуметь. Да, и я все время болел. До сих пор в школе. В школе до сих пор он стоит. Все время болел? Все время болел. То есть я неделю учусь, 3 дня болею, постоянно простужаюсь, у меня температура, я все время получаю... Тогда еще, может вы помните, горячие уколы ставили. Да. Я постоянно... укол, да. Я ее получал все время, помню. В больнице, слава богу, не лежал, но тем не менее я был очень таким, нездоровым ребенком. Иммунитет был очень слабенький, да. И родители понимают, видя, что я чуть что, час погулял на улице, заболел, слег с ангиной. Понятно, что там спортом вообще не пахнет. Как-то в 4 классе... Иммунитет слабенький. Да, иммунитет слабенький совсем. В 4 классе я очень хотел записаться на вольную борьбу, но мне родители сказали: нет, ты не пойдешь туда. Я сказал: ладно, не буду. И потом, возможно, это совпало, может, они как-то обговорили эту ситуацию, мне купили компьютер. В тот момент, в 5 классе. Когда я заканчиваю 4, мне покупают в 5 классе компьютер. И я понимаю, что вот эта вот штука, коробка, системный блок, я понимаю, что я хочу связать с этим свое будущее.
То есть мне все нравится. Но это новое все. Это новое что-то, да, там. Ты все время смотришь только по рассказам, где-то что-то слышишь. У кого-то из твоих одноклассников есть компьютер, да, а у тебя его нет, а ты его хочешь. И вот он у тебя появляется, и я понимаю, что это мое. Это какой-то 286, наверное, был? Или уже Нет, Pentium? это уже был Celeron. Это был еще не Pentium, но это был уже Celeron. Celeron, да? Да, и... Ну, не 486, Не но 400, уже вот да, так. да. И да, масло мы сейчас нальем, сковородку прогреем, лук немного пожарим. Как только лук немного прожарится, мы добавим туда картошку. Видите, вот профессионал режет. У меня они куски вот в палец получается, а тут прям. Да, Да, да. вот это вот количество достаточно будет. Ну так вот, возвращаясь к моему детству, и в 6 классе я на футболе, ну как и все дети, я играю в дворовый футбол. Я получаю небольшую травму колена. Ничего серьезного вроде бы нет, но... Как говорят, не это, так то, да? Нет, да, не понос, так золотуха, Да-да-да. да. И я начинаю хромать сильно на одну ногу, и как раз-таки мы проверяем психохирурга, и мне ставят синдром Отгута-Шляхгера. То есть это такое подростковое детское, оно должно было пройти. По идее, мне сказали, вот к 11 классу у тебя все пройдет, все будет замечательно. Ну, пока потерпи. и Да, всё будет. потерпи, и все будет хорошо, да. Но этого не произошло. И с 9 по 10 класс я резко добавляю в росте сантиметров 10, ну не соврать, Ага, сантиметров ну 10. да, какой-то такой пубертатный Да, возраст, там, да, дук-дук-дук-дук, да, и ты на фоне- вытягиваешься. Да, я вытягиваюсь, но вес остается таким же. То есть, если я был еще вот такой, я становлюсь еще тоньше, еще выше. И я Как палка лыжная. Да, я становлюсь похожим на чупа-чупс. И понятно, что там ни про силу мышц, ни про скорость, ни про кардио. Я просто стою на ровном месте, спотыкаюсь и могу упасть. Потому что это как будто твоя машина резко становится сегодня длиннее на 20 сантиметров, и ты не чувствуешь свои габариты. Да, да. Ты должен к этому привыкнуть. И на фоне этого, видимо, травма колена не заросла, как должна была зарасти. И с тех пор меня по этому синдрому дают освобождение от физкультуры. То есть вместо физкультуры я пишу рефераты, сдаю учителю, он смотрит и говорит, ну ладно, иди. Ты же у нас отличник, говорит, да, ладно, тебе тоже. Ну учился хорошо. Да, я приятно. учился очень хорошо при этом, то есть я не тонул в книгах и в домашних работах, но тем не менее мне давалось это очень легко. То есть когда надо было собраться, я собирался, сдавал контрольный, все было замечательно, со мной не было таких проблем. То есть мне не надо было моим родителям Ну хотя сидеть. даже несмотря на твои эти многочисленные пропуски, Да, о да. том, чтобы остаться на 2 классе, Да, речи нет, не шла. речи не было, я все равно был одним из ну, первых, хорошо. то есть, да, видимо, повезло. Ну, мозги, значит, на Мозги, месте, мозги но, на месте, но да. тело что-то... Но тело, да, оно что-то- как-то не контрастировало, видимо, на фоне этого. Либо оно, как, знаешь, суперкомпенсация. Мозги хорошие, значит, тело будет, ну, тебе будет достаточно. да, вот да, этого, да. И вот это вот все... Бог дал это, Бог дал это, ну, и но слава это Богу. чуть-чуть, да, ну и слава Богу. И 10-11 класс я успешно заканчиваю с медалью, то есть я себя хорошо зарекомендовал, я учился хорошо, поступаю на филологический факультет. И Так, с этого момента, почему именно филологический факультет? Потому что оказалось, что мне языки даются гораздо лучше. Ага. То есть мы ЕГЭ сдаем, нам нужно было выбрать предметы, я выбрал математику, русский язык и английский язык. Ну, то есть 3 стандартных, с которыми, в принципе, можно в любой факультет поступить. В любое училище, либо вуз какой-нибудь. И я даю документы на ФИА, факультет иностранных языков, экономический, эконом и Экономический, да. филологический, потому что у меня по русскому языку очень хорошие баллы были. И меня принимают на филологический, я думаю, ну, филолог, так филолог. Ну, как раз у тебя родители учителя, бабушка, дед учителя, ну, вот отлично, ну, ты иди Ну, туда. все, по семейной Да, династии. да, ну, да. какой-то- И я ухожу с отчего дома, начинаю есть кое-как, начинаю есть 1 раз в день, может быть, 1 раз в 2 дня. И на этом фоне у меня здоровье подкашивается. То есть я и сплю плохо, и ем плохо, и я начинаю терять сознание. И то есть за 2 недели учебы я понимаю, что дальше я так не смогу, скорее всего. Поэтому я звоню маме. Ну, то есть не я звоню маме. Сестра увидела, как я почти упал в обморок. Почти. В каком ты состоянии? Да, в каком я состоянии. Тебя Она- находят то там, то Да, Пошел обморок. да. И она, От голодания Да. и от здорового такого. Ну, и сестра пугается. Ну, само собой, ей отправили ребенка, вот присматривай за ним, он будет жить, а вот тут такое происходит. Она звонит маме, мама прилетает, и мы оформляем отпуск. То есть 2 недели учебы, я сразу ухожу в академический отпуск, уезжаю обратно себе в Улус. Год мы лечимся, мама меня лечит, мы ходим по врачам. То есть там и с сердцем, и с головой, там все лечимся. так выяснить, что же с Пытайся, тобой что же происходит. именно с тобой не так. Ну, если я сейчас, допустим, размышляю над своей ситуацией, ну, из-за того, что я плохо ел, особо активными видами спорта не занимался, понятно, что там здоровьем особо не пахло. Если бы я еще хоть как-то что-то делал, ну, тот же футбол играл дальше, может быть, бегал, было бы лучше.
Но я ничего не делал, я как тепличное растение засел за свой компьютер и сидел там с утра до ночи. Ну и получилось, что получилось. Вот, я начинаю лечиться, и здоровье у меня становится чуть покрепче. И как раз в этот год у нас в Улусе в селе открывается колледж. Я поступаю туда на программиста, опять же, я думаю, там был... Все-таки компьютер как Да, бы дал. компьютер. Там были программисты, там были электрики и еще один какой-то факультет, я забыл. Но я думаю, ну ладно, компьютеры, либо электричество. Я думаю, я выбираю компьютер. Да. И- Тем более он у тебя есть. Да, тем более он у меня Вроде есть. как бы ты значит, начал с ним, знакомо, да. И я поступаю на программиста, оператор вычислительной техники ЕВМ. 3 года успешно учусь, заканчиваю там все хорошо. И на 3-м курсе я начинаю работать. То есть до этого предпосылки были к тому, что я не работал, то есть я жил на полном обеспечении родительском. Хоть мне уже по 20 лет, но я у себя в кармане ни рубля особо не имею. И на какой-то момент это меня начинает немного парить. То есть я думаю, я хочу вот это. То есть ты денег нет. хочешь больше свободы? как Да, бы, конечно, Ага. хочется свободы. А друзья все там, они что-то делают, там отношения начинают, тоже хочется, но ты живешь с родителями, ты как бы свободен относительно, Да. тебе уже 18+, но при этом ты под родителями. То есть, Да, тут стой, там не да, ходи. да, там до вечера не задерживайся, там ну, не шуми. правильно, там, они имеют конечно, право да, это делать. конечно, да. Ну. И я это понимаю, и никаких конфликтных ситуаций у нас там не возникает, а мне все-таки хочется. И я начинаю думать о том, где может где-нибудь найти работу, то есть я начинаю думать, что я умею. Вот компьютер, вот там я умею. И начинаю искать в этом направлении, потому что системные администраторы, программисты всегда нужны. Через своего знакомого я устраиваюсь в одну контору, там у меня как раз-таки родственница работает, она нам тоже помогает. Я как бы по блату поступаю, но Коррупционная составляющая. да, Да. коррупция мелких масштабов. Ага, мелкий. И зарплата моя на первый месяц 3500 рублей. Я получаю эту зарплату и понимаю, что... Прямо это помнишь, да? Вот это? Я до сих пор помню, это как вчера было. Я захожу в бухгалтерию, мне дают квиток, я расписываюсь, смотрю, там 3500. Я смотрю вот так, туда-сюда, смотрю. думаю, Может, вы нолик забыли? может, вы типа, да? нолик забыли, да. Ну, 30,5 так вышло, вот ты работаешь так-то, так-то. Потому что все-таки это была неполная занятость. То есть я приходил, когда меня звали. А, То есть я не сидел там, пока меня не позвали. А, Я не сидел, 9 до 6. да. Мне звонили, мне говорили, завтра подойдешь вот во столько-то, нужно будет сделать вот это, вот это. Так что, наверное, с одной стороны, это было правильно, что мне не посчитали большую зарплату, иначе я бы, наверное, расслабился. Оказывается, можно лежать дома, один раз ходить, да, и получить. жизнь вот так, да. Да. И я подумал, что так дело дальше не пойдет. Я начинаю искать другую работу, и тут уже подключается тяжелая артиллерия в виде моей мамы, и она говорит, что ты хочешь работать? Я говорю, да, я хочу. Хорошо, я поговорю с одним человеком, и мы этот вопрос попробуем решить. И на тот момент дядя мой работает в управлении образования, и он проводит со мной собеседование. Что ты умеешь, нам нужно делать вот так-то, у нас есть вот это, штат сотрудников такой-то, у нас только-то компьютеры, сможешь ты со всем этим справиться? Я говорю, да, конечно, почему бы нет? Я это делаю почти каждый день, то есть я с друзьями хожу, там что-то сделал, тут что-то сделал, то есть это, в принципе, мне все знакомо. Я устраиваюсь туда, и там у меня уже зарплата не 3,5, а гораздо больше, и мне этого хватает. Я начинаю работать, знакомлюсь с людьми, там еще на 3-м курсе я еще учусь параллельно. на. И за счет того, что у меня дядя там высоко, он начальник управления образования был, меня особо не дергает, то есть я не должен находиться там с 9 до 6, я мог уходить на пары, мог уходить на экзамены, потом возвращаться обратно. Я успешно выпускаюсь, провожу работу, и я тогда понимаю, что такое работа в бюджете. То есть работа от часа до часу, когда большая текучка, когда ты все время делаешь что-то одно. С утра до вечера ты ходишь в один отдел, там что-то сделал, тут что-то сделал, там что-то сделал, тут тебя позвали, туда ушел. И как бы вечером ты приходишь, у себя в кабинет заходишь и думаешь, что ты за сегодня сделал. А по факту ты ничего такого не сделал. Потому что это все текучка. Тут помог, там помог, здесь помог, там сходил, купил, принес, поставил. И это меня немного, ну не то чтобы расстраивает, но мысли были не самые... Насторожил. Да, насторожило, вот, отличное слово. Меня это немножко Вот настораживает. я чуть-чуть сейчас буду. Да, сейчас можно добавить, немножко прожарить. Нам нужно довести картошку где-то процентов на 80 до готовности. Хорошо. Потому что мы ее потом с яйцами еще перемешаем. Вот. Я меняю работу на Сахамедстрах. Там работает моя мама, она берет себе меня на работу. С одной стороны, кажется, ты у мамы работаешь, наверное, халявы. Нет, потому что там требования все равно жесткие. Ты все время работаешь с населением, оформляешь полиса, работаешь с больницами, там много всего взаимодействия идет с разными структурами, и ты должен быть все время начеку. Плюс у меня еще была большая скорость работы, ну, скажем, на клавиатуре, я быстро печатаю. И нужно было собирать анкетные данные и быстро это все забивать в базу данных.
И все это хорошо, успешно работает, я года 2 работаю, и потом снова понимаю, что мне начинает немножко надоедать тоже. Да, ну наелся, да. Да, Ну, ты наелся. уже все знаешь. Да, До конца жизни этим заниматься ты не да, хочешь. да, я тоже не хочу все время сидеть, оформлять эти полюса. И параллельно в этот момент, это был 2009, все это время я играю в компьютерные игры, само собой, потому что у меня Ага. же дома компьютер. Да. И я понимаю, что у меня начинает получаться лучше, чем у остальных. Не прям лучше, чем у всех, но в пятерке сильнейших я где-то там был. Мы играем в Counter-Strike, стрелялку. Контру. Да, 1.6. играли. 1.6, да. 5 на 5 мы играем. С ребятами, с одноклассниками мы собираем свою команду, играем, и мы понимаем, что нам конкурентов как бы нет. Ага. То есть мы одни из лучших. То есть в селе мы как бы лучше, и мы начинаем смотреть. Там интернет еще появляется кое-какой. А он на этот момент стоил 3500 рублей. ADSL. Да, ADSL, вот, 8.19. Да. И мы связываемся с ребятами из Вилюйской группы УСов, с Вилюйском, с Нюрбой, с Мирными, и мы начинаем соревноваться друг с другом. Первый выезд у нас был за собственный счет. Мы нашли своего друга, у которого была машина, мы с ним поехали в ночь 12 в Вилюйск. Выезжаем в 12, приезжаем в 5, 2 часа спим, и потом в 8 у нас уже регистрация, и начинаются игры. И заканчиваем где-то ближе к 1, 10. Первый же турнир мы выигрываем. Нам дали огромный кубок, медали, то есть там, мы выиграли, эмоции такие яркие, все друг с другом друзья, и мы такие радостные уезжаем обратно. Нас печатают в газете местной. То есть вот такие ребята съездили туда-то, выиграли такие-то соревнования, и нам это нравится. То есть, Ну, тщеславие. да, конечно. Оказалось, все, игрушки, играете. И потом, в 2011 году, один из наших товарищей по команде, он учился в Питере. Он поступил на тот момент в Питер. Он был такой довольно серьезный, здоровый парень на тот момент. То есть у него отец русский, мама заха, и, видимо, гены сработали, и он такой плотный, видно, что у него рама уже есть, плечи широкие, талия узкая, такое спортивное телосложение. И он начинает учиться в Питере, параллельно занимается качалкой, занимается греко-римской борьбой, и армрестлингом, приходит еще здоровее, чем уехал. И мы хорошо дружим, переписываемся и в соцсетях. И он говорит, давай поехали в качалку. Я приеду как раз в январе, после Нового года, давай поехали со мной покачаемся. У нас как раз открывается манеж, там был твой маленький тренажерный зал. И я отнекиваюсь, говорю, да ладно потом, потом, как-нибудь, не хочу, что-то не очень. И что-то в какой-то момент я написал, давай, он мне написал. Он уговорил. Он уговорил, говорит, ладно, давай сходи со мной один раз. Если тебе понравится, я тебе больше не буду предлагать. Я говорю, ладно, хотя один раз схожу и скажу, что мне не понравилось. И он приезжает, и после работы 5 часов мы заканчиваем, идем в манеж, он недалеко, там минут 10 мы прошли зимой. Я до этого у него спрашиваю, что с тобой взять, там обувь, одежду, то есть я вообще не знаю, что там происходит. Я знаю, что где-то там что-то делает, но личного опыта никакого нет. Он говорит, возьми с собой кроссовки, возьми с собой футболку беспонтовые, говорит, штаны какие-нибудь возьми, которые тебе не жалко. Мы пришли, там большая компания, человек 5 было, самому младшему было, он в 5 классе учится, значит, ему где-то 12, да? 12-11 лет. И я самый старший, мне 23 на тот момент. Так. И первое, конечно, самое первое упражнение, это жим лежа. Пошли штангу жать, да. Он ложится, Демон, жмет, ставит, говорит, давай теперь ты разминайся. Я снимаю и понимаю, что на мне уже лежит какой-то 100 килограмм. Хотя это пустой гриф, всего 20-ка. Я пытаюсь ее пожать, я не могу. Я говорю, все, снимай. Говорит, да ладно, что ты гонишь? Я говорю, нет, правда, я не могу снять. 20 гриф. Гриф 20 кило, пустой гриф, который даже девушки поднимают, дети поднимают. Я понимаю, что у меня сил абсолютно нет никакой. Он потом, я вижу, у него в глазах проясняется, он говорит, он действительно не может. И он меня снимает, говорит, смотрит, да ладно. Что, правда, что ли? Я говорю, да, не могу. Да ну нафиг, ничего себе. И пока мы с этим разговариваем, садится вот этот пятиклассник, ложится на скамейку, берет и жмет ее. А я смотрю и вижу, понимаю, что... Который 2 раза тебе шпендик. Да, я понимаю, что что-то в этой жизни я делал не так. Да. И, видимо, в тот момент это была большая оплеуха по моей гордости. Самолюбие. Да, самолюбие, конечно. Твой внутренний стержень Да, треснул. но он немножко треснул, дал слабину, но при этом он еще держался на чем-то еще. И я понимаю, для себя принимаю там же решение, что я ее пожму. То есть, первое, там не было цели, я пожму 100 килограмм, нет, я ее пожму. Вот эти 20 килограмм, хотя бы его, я пожму его. Да, и мы тренируемся, по-моему, час-полтора, там же нас 5, пока один сделал, второй, третий, четвертый, 4 минуты стоишь, пока твоя очередь, потом мы все делаем. И я переодеваюсь, выхожу на автобус и понимаю, что я за поручни не могу держаться, потому что рука просто не поднимается. Я пытаюсь ее поднять, смотрю, они все же смотрят все равно.
Я понимаю, что я смотрю здесь, держусь вот так, и начинает меня шатать, я поднимаю руку и беру ее вот так, цепляюсь и держу. И я понимаю, что руки вообще онемевшие. О, на завтрашний день я проснулся, я понимаю, что вообще все болит. Вообще, начиная отсюда, с ключиц, вообще Как все говорится, болит. как поезд Да, проехал. как будто меня ночью усиленно били, прям старательно. Каждый сантиметр моего тела. И там же улус, там же нет раковины, где ты руки моешь. Там надо, система такая, сверху стоит вот эта штука, ты ее бьешь, и у тебя вода выливается. Да, Я рукомой- понимаю, что рука не поднимается. Даже Прям очень, рукомой- прям очень больно. Я беру маленький стульчик, на который маленькие дети поднимаются, встают туда, и начинаю мыть руки. А потом сажусь за стол и понимаю, что чашку тоже поднять больно. Мама на меня смотрит и говорит, что с тобой? Я говорю, ну не знаю, так сильно все болит, я потренировался, видимо, так и должно быть. Я сажусь за комп, пишу Диму. Дима, у меня вот так-то, я даже руки поднять. Он говорит, ну вот нормально, болит, значит растет, значит ты сильнее становишься. И я понимаю, что, значит, я сильнее становлюсь. И на завтрашний день, через день мы идем еще раз, происходит та же самая картина. Мне так же тяжело, я думаю, 2 дня прошло, почему я не могу еще пожать? То есть там такие наивные мысли, я сегодня не Да-да-да. смог, завтра смогу. Завтра смогу. Я настроился, послезавтра еще больше. Ну, значит, сила духа Да. в голове-то была. Да, в То есть голове ты понимал, была. что Да. я смогу, но тело не может. Да, тело не может. И с тех пор, тогда я начинаю уже искать информацию, почему я не могу, почему они могут. То есть там, начинаю биологию, открываю свои учебники старые за 7-8 класс. И там, в принципе, все написано. Все, что мне надо было, оно все там было. Про физическую Да, силу, там, да, про да, тренировку да. чуть-чуть. И начинаю смотреть тренировочные программы, захожу в интернет, читаю тренировочные программы различных спортсменов, интервью начинаю смотреть и понимаю, что не все люди одинаковые. Кому-то это дается, у кого-то это уже есть. Ну, скажем, сильному сила не нужна, а слабому ее нужно заработать. И я понимаю, что я, к сожалению, не отношусь к категории сильных, и мне нужно вот этот путь пройти прям с самого низа вверх. И я понимаю, что путь предстоит не близкий, мягко Да. говоря. И я начинаю изучать, как это все внедрить в свой ежедневную рутину, когда после работы ли сходить, в обед ли сходить, что до этого съесть, что после В этого общем, ты съесть. уже твердо принял решение, Да, что что я я должен буду- быть хотя бы вот как Хотя бы друзья. вот, как. да, хотя бы не отставать от них, чтобы с ними наравне быть. И все происходит довольно-таки комфортно. Дима еще со мной остается недели на 2, он тренируется. Я его записываю в его тренировочную программу, которой он работал. Начинаю тестировать ее. Понимаю, что мне тяжело ее вывозить, потому что он в понедельник жмет, в среду жмет, в пятницу жмет. То есть 3 раза в неделю одни и те же упражнения, и тяжело это дает. Но ё-моё, в среду у меня уже все болит. Только-только начинаю в четверг проходить, ты в пятницу еще раз жмешь, и у тебя все выходные снова лежит. И в понедельник идешь и понимаешь, что так же больно будет и завтра. И я начинаю искать тренировочную программу другую и нахожу. То есть тренировка, когда начинаешь. Ну, для любителей, Да, да, для начинающих. начинаете с базовых упражнений, вот это вот не делайте, вот это делайте. И у меня в голове возникает мысль, что то, что делают мои друзья, это не факт, что это подходит мне. Я начинаю понимать, что вот эта вот вся информация, которой очень много, по запросу там страниц 10 вылезает, и как будто бы смотришь, везде все одинаковое. Но при этом они очень разные. То есть ненаметанный глаз мой даже тогда понимал, что существует какая-то система. Ну, не секрет, но какая-то система там должна Да. быть. Да. И я начинаю искать эти вопросы, задаю себе вопросы, ищу на них ответы и потихоньку их нахожу. То есть надо успевать высыпаться. То есть одни и те же мышечные группы нельзя тренировать в одно и то же время. Если ты начинающий, не надо 3 раза в неделю сразу тренироваться. Можно начать с 2. Если ты женщина, тренируешься вот так. Если ты мужчина, работаешь вот так. Ешь вот так. В выходные отдыхаешь вот так. Питьевой режим такой должен быть. А какие анализы ты должен сдавать? А про анализы я вообще ничего не знал. Для меня анализы — это раз в год диспансеризация. Ну, грубо говоря, вдруг физическое упражнение вообще Да, противопоказано. да, Может быть вдруг такая, вообще да. может, да, потому что Если тем вдруг более, сердце не да, дай и бог. тем более я помню, что я брал академ, что мне было очень плохо, а тут я пытаюсь что-то из себя сделать, построить. И на фоне всего этого я начинаю изучать информацию, собираю ее много, некоторые переписываю себя в тетрадь, То либо есть, записываю в ты, телефон. как бы, скажем, изначально стал как бы правильно к этому подходить. Да, Ну, то есть- максимально правильно Да, системный делать. подход я Системный начал подход, искать да. уже, да. Потому что все-таки важно кому-то, вот, далеко ходить не надо, мой друг. Он что-то видит одно, делает, и у него получается. Мгм. И он про это не то чтобы забывает, он просто ее делает, не вдумываясь глубоко. Что там работает, какие мышечные группы работают, что надо съесть после этого, как долго надо восстанавливаться. Он делает, у него получается, все хорошо.
А у меня нет, мне надо было подумать, с собой я начинаю готовить еду, какую еду надо готовить, что с чем сочетается. И все это начинает мне пробуждать какой-то дикий интерес, это становится моей страстью. То есть я все день и ночь думаю только об этом. Чтобы съесть, так, сегодня у меня тренировка вот такая, ага, что мне лучше съесть, когда я закончу, успею ли я сходить в магазин, ага, этот магазин закрывается в 8, а мне надо успеть купить вот эту курицу, а она закрывается в 7, надо успеть. Ну, то есть вот такие мысли я все время кручу в голове, и мне все это нравится. И как раз-таки в этот момент, 2011, когда я работаю в Сахаминстрахе, я попадаю под сокращение. Я расстраиваюсь, но мама мне говорит, что сокращение – это, наоборот, хорошо. Тебе дают компенсацию, у тебя еще на этот год есть проезд, может, ты что-нибудь с этим сделаешь. И как раз-таки в этот момент я узнаю, что в Якутске у нас проводится форум Сахаселигер, где собирают там различные ребята с разных городов, то есть там все открыто, не просто республика, а вся Россия. Кто хочет, тот и приезжает. Я еду туда, направление мое называлось «Информационный поток». То есть там было связано с блогерством, к нам приглашали блогеров, лекции нам читали, как вести социальные сети. То есть это то, что сейчас продается, как вести социальные сети и зарабатывать, то это было где, наверное, верхушка такая айсберга, легкая такая Только начало. Только начало, Да. потому что это 11 лет назад было. И я переезжаю сюда, и понимаю, что мне здесь нравится. То есть Якутск? Якутск мне очень нравится. Я именно там, где должен быть. Я звоню родителям, говорю, что, мол, так и так, я хочу остаться здесь. Флаг тебе в руки, оставайся. Я подумал, с одной стороны, Может быть, сами такие, уехал. возможно. Я такой по себе думаю, а что, так можно было, что ли? И я остаюсь, начинаю искать работу уже здесь. Опять же, за моими плечами у меня трудовая книжка, там везде программист системный, программист. Да. Я, соответственно, ищу работу в этом направлении. Да. Так, ну картошка у нас уже готова. Так, какой этап следующий? Отлично, сейчас мы разбиваем яйца, солим, перчим, их перемешиваем и картошку туда, а потом обратно на сковородку. Так, ну давай. Хорошо? Добро. А я спрошу, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что я переехал в Якутск и начинаю свою трудовую деятельность здесь в качестве, опять же, системного администратора Министерства охраны природы. Так. И я устраиваюсь туда, и, соответственно, работа мне уже знакомая, там проблем никаких не возникало. Плюс, к тому же, я получаю доступ к большему количеству тренажеров в тренажерных залах, потому что тут их больше, а там у нас всего один. Да. В Якутске гораздо больше. Я гуляю по залам, ищу какой-нибудь... Ну, то есть ты твердо нацелен продолжать свои тренировки? Да, потому что мне Это уже наоборот... твой образ жизни, скажем. Да, это мой образ жизни, это следующий этап, потому что тут залов полно, людей, которые занимаются полно, у кого можно проконсультироваться, познакомиться, подружиться и с такими более опытными товарищами познакомиться. И я начинаю с ними знакомиться, и параллельно я веду свои соцсети активно, рассказываю, где я что читаю, что я сегодня нового узнал про тренировки. Я рассказываю, вот у меня тренировка одна, выкладываю видео, пишу свои комментарии, и людям, оказывается, это интересно. Я-то думал, я просто для себя никаких целей не было, там, набрать столько-то подписчиков, заработать на этом деньги. Мне просто это монетизировать, нравилось. да. Это был такой вариант дневника. Не, ну, скажем так, и для себя, да, для того, чтобы посмотреть, там, оглядываясь, Да. что было полгода назад, что было год назад, сколько ты жил. Да, и сейчас вспомнить это очень приятно. Ты заходишь, смотришь. Перец вон там. Перца? Давай. Так, и людям это нравится, люди на меня подписываются и начинают спрашивать уже у меня в ответ, что лучше сделать, вот я такой-то, такой-то, что мне лучше сделать. Ну, то есть уже советы. Да, то есть уже спрашивают совета. Я понимаю, что я готов ответить на эти вопросы. Не просто так от балды лишь бы ответить, а именно я знаю, Ну, что... то есть к тому моменту ты уже гриф штанги мог. Да, я гриф уже жал, Гриф я То есть уже было бы жал. странно, если ты Да, ничего не можешь, да, так и пытаюсь видео что-то там тебе- рассказать, Да, да. пытаешься что-то сказать. И да. я Ну, то есть понимаю, ты как бы уже понимал, что у тебя уже что-то получается. Да, уже что-то у тебя получается. было есть откуда, куда расти. Да, правильно. И Да. помимо всего прочего, я Идите сюда. картошку сюда, наоборот. Картошку Прямо вот так сюда. вы- Да, прямо вот так. Так, нам нужна картошка. Так, я понимаю, что у меня все хорошо получается, и я могу делиться с этими людьми, и понимаю, что тот уровень знаний, который у меня сейчас, он позволяет мне помогать людям, большинству. Ну, скажем, 80% вопросов, которые мне задают люди, они, в принципе, все перекрываются. Ты Да, знаешь, чуть-чуть ты- масла. Масло. Ты знаешь правильные ответы. Да, я знаю правильные ответы. Я абсолютно уверен в том, что это все работает, потому что я читал много. Я читал и литературу, смотрел и видео какие-то материалы. И я понимаю, что это может помочь людям.
Я просто говорю, как это надо делать. Я прям в комментариях пишу, отвечаю людям, делайте вот так-то, попробуйте вот так-то, вот так-то. Как сказать, как сова, да, безвозмездно. Да, безвозмездно, да. То Так. есть там никаких задних мыслей не было. Я считаю, что я готов помочь людям, и я им помогаю. Так. Так, сейчас нам подождать, лучше пока масло прогреется, или сразу можно поставить? Да, можно сразу. Можно сразу. Пожалуйста. Одну половину. Половинку делаем, да. И туда сверху мы положим немного колбаски. Так, А, ты посередине, говорил, чтобы колбаса ага, была. сыр. Да, у меня еще есть сырочек. Это, пожалуйста. В холодильнике. В холодильнике у меня холодильнике? сырочек, да. Так, как он выглядит? Да-да-да. Да, всё вот верно. эти квадратные. А, все. Ага. Давай, я помогу очистить. это. Хорошо. Ага. И вот так раз за разом у меня появляется какая-то своя категория людей, которые постоянно меня про что-то спрашивают. И я уже вижу, что это люди стараются, они делают то, что я говорю. И для меня это становится каким-то, не знаю, признанием, может быть. Я говорю что-то одно, люди делают. И я понимаю, что для меня это очень ценно. То есть люди готовы меня выслушать. И те вещи, которые я задаю, я транслирую, они помогают. И как-то изменить их образ жизни, возможно, помочь им выправить здоровье, получить задачи какие-то, и решить какие-то локальные задачи и потребности перекрыть. И на фоне всего этого у меня возникает, возможно, это были такие шальные мысли, я думаю, может, в шутку думаешь, а вдруг бы я стал тренером, было бы прикольно. Ну и забыл. Мгм. И параллельно я знакомлюсь с одной девушкой, у нас общие интересы. Все? Да. Все? Да, Все? все, да. Хорошо. Ага. И мы начинаем помогать друг другу, знакомимся в тренажерном зале, мы проводим совместную тренировку. И прямо там же в комментариях мы переписываемся активно друг с другом. То есть мы обсуждаем упражнения, мы говорим, что мы сегодня сделали, какие добавки лучше взять, какие не взять. И, соответственно, да, колбаски тоже туда. А потом оставшуюся часть сверху нальем и закроем крышкой на 10-15 минут. Вот. И, соответственно, другие люди видят наши переписки, видят, что мы вместе тренируемся, и они спрашивают, а не провести ли вам мастер-класс? И сейчас вторую половину. Да, и сейчас сверху вторую половину. Ага. Не провести ли вам мастер-класс? И мы такие думаем, о, ничего себе, это как так серьезно? Уже какой-то вызов. Да, это как какой-то вызов. Я говорю, а давай проведем, почему бы нет? Давай пошли. И мы анонсируем наш мастер-класс. И на первый наш мастер-класс в Чолбоне мы назначаем в воскресенье в 10 утра. Специально подбираем такое время, чтобы пришли только те, кому действительно это интересно. Да, То есть, ну то есть да, кто попало, не придет. Да, кто попало, не придет. И пришло человек, не соврать, 20. Ну, нормально. Мы знакомимся, мы обсуждаем правильное питание, как мы это видим, как мы сами что-то делаем, показываем какие-то упражнения, и людям это нравится. И они говорят, давайте еще раз проведите, мы подруг приведем, мы друга приведем, вот кто-то хотел, но не смог прийти и так далее. Да. И- да. Действительно, оказывается, интересно. Оказывается, интересно, да. И во второй раз уже мы собираемся в Триумфе, опять же, воскресенье 10 утра, и там приходит порядка 100 человек уже. Очуметь. То есть одна такая большая трибуна, и мы сами в шоке. Мы не думали, что столько придет. Ага. Мы думали, может, человек на 5-10 больше придет, а там вот такая толпа людей. Первое время мы растерялись, а потом взяли себя в руки, и мы все-таки рассказываем о том, что мы знаем, то, что мы делаем. То есть там не было такой неуверенности, а вдруг я забуду. То есть это вещи, которые мы делаем каждый день. Ну и И прямо там же мы находим первых клиентов. То есть люди подходят к нам и говорят, мы хотим у вас тренироваться. Готовы ли вы нас взять? Сколько это будет стоить? И мы не знаем, мы вообще не думали про этот момент. Мы думали, сейчас расскажем, и все разойдемся дружно. И мы потом отходим в сторонку и начинаем, а сколько сказать, а сколько рублей, а сколько это может стоить? Я не знаю, я тоже не знаю. И мы выделяем какую-то цену, на тот момент это было 350 рублей. То есть одна тренировка стоит 350 Час. рублей. Да. А сейчас это стоит почти 1,5-2. То есть на тот момент это стоило 350. И мне казалось, что это такие серьезные деньги, потому что я понимаю, что если я человека 3 раза тренировку провожу, если они проводят еще двоих... косарь есть. Да. И я понимаю, что если я работаю 3 раза в неделю по 3 часа, я зарабатываю больше, чем я сейчас получаю в бюджете, работая с 9 до 6. И я понимаю, что... То есть ты вообще это везде так классно все считал, да? Да, я все время что-то считал у себя в голове, цифры, сравнивал. И после декабрьских новогодних каникул я принимаю решение уходить с бюджета.
Так. На тот момент я был довольно смелый парень. Ну, сейчас я не знаю. Но на тот момент у меня не было ни жены, ни детей. То есть я сам по себе. Так. Я мог, в принципе, в любой каморке жить на 1000 рублей, и мне этого хватало. Под мостом. Да, почему бы нет? Под триумфом. Да. Да. И я выхожу на работу, говорю, что я, мол, ухожу. У меня начальник спрашивает, куда ты уходишь, почему ты уходишь. Я говорю, вот я хочу быть фитнес-тренером. Я говорю, ничего себе, ты что ли? Я такой, ну ладно. Ну хотя, да, ты давно тренируешься, я вижу, наверное, у тебя получится. Нахожу себе замену, ухожу, и с тех пор я начинаю с 3 людей, и с каждым разом эти люди приносят мне своих друзей. То есть я понимаю, что я делаю все правильно. Арбузное радио. там. Да, сарафан такой работает. Ты, да, проходит. сарафанное радио, Да. ты запускаешь жестко Да, корни. да, и никакой рекламы не было на тот момент. Тогда вообще фитнес-индустрия у нас в Якутске, она была очень слабенькой. на Это тот сколько, момент. какой год был? Это начало 2012 года. 12-го. Начало 12-го, где-то Ага. январь, То февраль. есть уже год ты уже тут как бы обосновался Да, в обосновался, городе. уже Всё знаю, где в каком быстро, зале быстро, лучше но тренировать. 10 лет назад. Да, где разрешает это проводить тренировки, где не разрешает, где руководство приятное, где администраторы хорошие. И раз за разом, вот уже на протяжении, получается, 10 лет я работаю фитнес-тренером, и мне все нравится. То есть есть люди, которые годами ко мне ходят, то есть это не поток. То есть не пришел человек на месяц и ушел. То есть мы работаем глубоко, потому что для начала надо выяснить общее состояние человека, узнать его распорядок дня. Вот твои системные Да, знания, они здесь пригодились очень жестко. именно вот здесь. Да, я знаю, что надо спросить, я знаю, что для этого сделать, что делать человеку, у которого нет семьи, что делать человеку, который готовит для себя сам, кто питается в различных общепитах, кому делать с какими-либо хроническими заболеваниями, может А быть. вдруг, не дай бог. А вдруг, не дай бог, Потому да. что обязательно надо медицинское обследование конечно, пройти. да. Но так как на тот момент частных клиник не особо много было, и это вообще не была особо популярная штука сдавать анализы. Я просто на словах хотя бы спрашивал, есть ли какие-то ограничения по здоровью, может сердечно-сосудистая система, давление, переломы, ушибы, роды, естественные ли, кесарево ли, ставили ли эпидуралку. Вот это все было важно. Я все узнавал. То есть, когда я задаю эти вопросы, говорят, я не думала, что это важно. Я говорю, да, это важно. Какие медикаменты принимаете? На постоянной ли основе? То есть сейчас то, что кажется обыденным, тогда на тот момент было довольно новое. То есть тогда раньше приходил человек, ты учишь его условно приседать, он уходит, он радостный, и ты счастлив. А сейчас это уже немножко другая работа, это поглубже, надо с человеком познакомиться, надо поближе его узнать, то есть сколько он спит, сколько он ест, как часто он ест, что он ест. Вот это все моменты очень важны. Я задам вопрос, который не мог не задать. 10 лет ты тренер, да? Но я знаю, что каждый вид деятельности требует хоть какой-то элементарной учебной теоретической базы. Вряд ли ты пошел, сказал, вот где-то интернет, где-то YouTube, где-то это, почитал, говорит, вот так скажется правильно, и пошел. Да. Как ты учился? До 2015 года вся информация, которую я получал самостоятельно, ее мне, в принципе, хватало. А потом я действительно, вот как ты сказал, я понял, что мне нужны более системные базовые знания. Да. То есть про биохимию, про физиологию, Да. про анатомию. И я как раз-таки нашел информацию про колледж бодибилдинга и фитнеса, он в Санкт-Петербурге находится. И я понимаю, что я могу туда поехать, там не 3 года ты учишься от начала до конца очно, можно приехать на месяц, на 2, отучиться, сдать экзамен и получить диплом. И я записываюсь туда. Там нужно было, соответственно, деньги. На тот момент он стоил 37 тысяч обучения. Опять твои любимые Опять цифры? мои любимые цифры, да. Все запоминаешь? Да. В сумме это вышло около 150, чуть больше 150 тысяч с проживанием, с перелетом, с едой. вложение в себя. Вложение в себя, да. Хорошо, что я это все накопил, поехал учиться. И самое интересное то, что нам объяснили в первый же день, нас встретил декан факультета, и она говорит, что вот вы заплатили деньги, пришли учиться, это замечательно, но вы не все уедете с дипломом, говорит, и улыбается хитро. Мы понимаем, что что-то тут нечисто. Да, я же заплатил, я приехал, дайте мне мой диплом. Он говорит, если вы заслужите диплом, вы его получите. А если вы не заслуживаете, вы получите сертификат, что вы прослушали какие-то, и пойдете домой. Надо же так. То есть экзамены, Экзамены, да, все соответственно, серьезно. диплом, Нам сказали, что это все серьезно. Вы зайдете сюда 8:30, выйдете вечером в 6. И я понимаю, что все серьезно, и я начинаю так, мобилизуюсь и начинаю учиться, потому что я приехал издалека. Я не могу себе позволить, как местные петербурженцы. Да, второй шанс. Да, второй шанс. 2 станции метро проехал, снова я попробую еще раз. Такого нет, и у меня был только один шанс, и я его использовал.
Я его сдал. Ага. Было тяжело. Вот не совру, было очень тяжело. Очень много информации. Хоть я и знал что-то, этого все равно местами не хватало. Надо было еще больше изучить информацию. Мы покупали там же учебники, занимались практической частью в зале. То есть мы с 8:30 до 6 учились, дальше ходили в тренажерный зал. Не просто потренироваться, повеселиться, а именно отучиться. Понять, как правильно все работает. Новые знания мы используем. Что работает, где работает. Мы начинаем все учиться. И люди, которые там, они помогают, потому что это все люди в одной теме. Как только перерыв начинается, все достают контейнер и начинают здесь. И никто не смотрит, да ты со своего, что ли, идешь? Ну. И все, потому что все в теме, да, это все уже в как бы теме, все другая. спортсмены, все Ага. любители, так или иначе. И хоть и было тяжело, но нам препод сказал, что вот эти вот все месяцы, которые вы учитесь здесь, вы будете вспоминать как самые лучшие в вашей жизни. И действительно так и произошло. Я до сих пор считаю, что это были одни из лучших моментов в моей жизни. А в учебной деятельности так это, наверное, вообще топ-1 того, что я когда-либо проходил. И сейчас я очень благодарен своим преподавателям за то, что у меня есть такие знания, у меня есть диплом, который я могу показать, что я действительно знаю. А тем временем, Тем временем. у у нас эфирное время потихоньку Да. заканчивается. И Ну как что, раз у ребята, нас всё готово. Что, готово, да, Семен? Ну да. Будем считать, ты готова? Будем пробовать. Да. Держите нож. Я вооружусь. Ну, скорее всего, вилка, да? Да, наверное, вилкой. Наверное, вилка. Тарелки у нас готовы. Так, большим Вилочки, ножиком. ножик. Ну, ножиком порезать, наверное. Вот этим я хотел Ну или кейк. побольше. Да. Вилочки, ложечку убираю. Ох, как Тарелочки. даже проголодался немножко. Так. У меня омлет по-испански с картошечкой и с колбаской. Давай еще вот так мне порежь. Давай еще вот так вот. Что, на диете, да? Да, я маленький, поэтому я много не ем. Да. режиссеры, Сразу лучше порежем, да, Операторы, чтобы всем- да, всем так всем хотели досталось. порезать. Да, и поближе на камеру показать, что у нас получилось. Не хватает только свечки. Да, вот так, давай, пока. Не хватает только свечи. Такой фитнес-торт. Да, фитнес-торт. Фитнес-торт. Так, тарелочки. Так, ваш кусочек, пожалуйста. Спасибо. Так, Спасибо. Я дождусь, Вась. покрасивее кусочек. И мне. Спасибо. О, колбаска вывалилась, она ждет меня. Ну что ж, друзья, давайте пробовать. Приятного аппетита. Приятного аппетита Самый нам. прекрасный момент готов. Классно. Классика. Классика. Мне кажется, таким завтракать вообще. Да, в самый Ну, раз. ну, Один раз позавтракал, до обеда спокойно сытый ходишь. Да, ты ходишь. И сытно, и полезно. Вместо колбасы, если кто-то есть приверженцы такого радикального ПП, можно колбасу не класть. Можно туда чуть-чуть куриной вареной грудки посыпать, Да, и вот чуть-чуть, да. Ну да. замечательный источник. Ну что ж, Рут, Мгм. спасибо тебе большое еще раз. Спасибо большое, что позвали. Да, в конце хочу дать слово тебе традиционное для пожелания нашим телезрителям. Пожалуйста, вот на эту камеру можешь. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Надеюсь, наша сегодняшняя передача вам понравилась. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. От себя я бы хотел сказать, чтобы вы не запускали себя. Занимайтесь, пожалуйста, спортом. Не забывайте, что жизнь у нас всего лишь одна. И тело, в котором мы живем, оно нам дано навеки. То есть мы живем в одном теле, и желательно, чтобы вы это тело берегли, хранили. Занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем, и все у вас будет хорошо. Спасибо. А я еще раз повторюсь, у нас в гостях был фитнес-тренер Рут Хвар. Рут, спасибо тебе большое. Со мной Семен Тарпахов, как обычно, а я Петр Цыпандин. На этом с вами, друзья, прощаемся. Будьте здоровы, действительно берегите себя. Мирного неба над головой. А нам просто вкусного и приятного аппетита. Дальше, Приятного ребята, аппетита и покушаем. покушаем.